Селям алейкум, урметли телесерджилер. Рада видеть вас на любимой кухне Софрага Буюренес. Я точно знаю, что наши телезрители с нетерпением ждут каждый выпуск. Сегодня мы поговорим о турецкой кухне, которая пестрит всевозможными блюдами с уникальными вкусами и способна разбудить аппетит даже у самого привередливого гурмана. Благодаря своим уникальным особенностям и многообразию блюд турецкая кухня любима всеми. И сегодня на кухне Софрага Буюренес мы приготовим национальное турецкое блюдо под названием пататесли кек, что в переводе картофельный торт, совместно с нашей обворожительной лучезарной гостьей, мастером в области визажа Эльмирой Халиловой. В интенсивно развивающемся мире визаж занимает одну из ведущих позиций бьюти-индустрии. Именно благодаря тонкой работе мейкап-артиста подчеркивается красота и достоинство любой девушки. Ведь люди этой профессии умеют фантазировать, мечтать, представлять образы и видеть то, что не видят другие. Данная профессия притягивает ярких, смелых и коммуникабельных, таких как гостья нашей сегодняшней программы. Работа Эльмиры Халиловой связана с созданием необычных и трендовых образов красоты. Творческая и профессиональная Эльмира Ханум может сделать красивым абсолютно любого клиента, ведь в свою работу она вкладывает всю любовь и креативность. А создавать прекрасное настроение своим клиентам является еще одной изюминкой нашей гости. Доброта и общительность прибавляют Эльмире Ханум еще больше обаяния не только в работе, но и в жизни. Сегодня в программе Софрага Буюренес Эльмира Халилова раскроет секреты своей профессии, а также поделится рецептом очень вкусного блюда. Эльмира, селям алейкум. Алейкум селям. Добро пожаловать к нам на кухню. Я очень рада, что вы пригласили меня сегодня. Мы тоже очень рады, что вы сегодня вместе с нами. Мы сегодня будем готовить что-то турецкое, да? У нас сегодня утро турецкой кухни. Да, мы сегодня будем готовить пирог, который называется пататесли кек. Угу. Это турецкое блюдо. Его рецепт привезла моя мама, она ездила по работе в Турцию. И нашей семье он очень полюбился. И вот поэтому сегодня мне захотелось с вами поделиться этим, с вами, с телезрителями, поделиться этим рецептом. Кроме того, мне нравится это блюдо тем, что я была в Стамбуле, и как-то оно мне напоминает об этом городе. У меня остались самые теплые впечатления, такие воспоминания. И каждый раз, когда я его готовлю, я вспоминаю, я переношусь своими мыслями в то время. В общем, кусочек Турции всегда может быть рядышком, если мы приготовим пататесли кек. Думаю, отлично. Да. Хорошо, давайте перечислим, что нам потребуется для приготовления этого замечательного блюда. Для этого блюда нам понадобится красный перец, красный-черный перец, 4 картофелины, мука, кефир, приправа зира, яйца, сода-разрыхлитель, подсолнечное масло, лук, петрушка. И для посыпки мы можем использовать черный тмин и кунжут. Отлично. Ну что ж, тогда давайте приступать. Давайте. Что мы с вами начнем делать первым делом? Возьмем в миску 4 яйца, нам нужно их разбить. В принципе, взбивать сильно можно, но это не обязательно. Мы можем просто при помощи вилочки слегка взбить. Поможете? Нам нужно нарезать пучок петрушки. Отлично, я этим займусь. А я займусь тогда яйцами. Так, сколько нам понадобится петрушки? Вся? Да. Весь пучок. В этом рецепте она не будет лишней. Угу. Отлично, много зелени. Блюдо обещает быть полезным. Это блюдо, да. Здесь, получается, используется картошечка. Она является сама по себе достаточно пресной, но за счет зелени, за счет специй оно уравновешивает друг друга. Получается очень интересный такой необычный вкус. Здорово. Эльмира, расскажите поподробнее о себе. Я знаю, что с самого детства вы очень любили животных, всячески о них заботились. Расскажите об этом. Давайте начнем с детства. У меня даже была такая детская мечта создать приют для бездомных животных, потому что мы жили в Ташкенте, и по дороге в садик, бывало, что видела таких изувеченных животных, мне как-то было очень жалко. Потом чуть старше тоже организовывала подруг, мы начинали, увидим где-то там котят, щенят, мы начинали ходить по домам
предлагать, пытались пристраивать, то там птенчика какого-то подберем. Ничего себе. Мне кажется, многие дети как бы... Ну, это говорит о вашем добром сердце. Правда же? Спасибо. Эльмира, ну я знаю, что в детстве вы еще занимались творчеством и писали стихи. Ну, было, да, такое, конечно. А в раннем детстве стихи, я даже не знаю, откуда это взялось, лет в 6. Был реально порыв такой, я прям соскакивала. Там, могла чуть ли не среди ночи соскочить, писать. Сейчас, конечно, я читаю, где-то у меня там есть тетрадочка с этими стихами. Это все было так по-детски, конечно, но как бы искренне. Я всегда любила тоже петь и танцевать. Там чуть позже на вокал отдавали, там танцевальные кружки. Ну, как и многие, в принципе, дети. Разносторонне развитый человек. Родители, да, всячески поддерживали какие-то мои увлечения, начинания. А это вот немаловажно. Я вижу, что яйца взбиты. Да, нам нужно будет нарезать 4 картофелины кубиками, но не очень крупными, потому что потом нам нужно будет запекать пирог, чтобы они хорошо пропеклись. Отлично. Ну что ж, тогда приступаем. Да. Я знаю, что вы поступили сначала на экономический факультет. Да, было такое. В школе, я и училась, у нас был уклон эколого-экономический, и я поняла в какой-то момент, что, в принципе, мне экономика интересна, и вообще, в принципе, творческое начало во мне всегда было, но при этом, наверное, еще и была какая-то практичность, поэтому я всегда взвешивала, анализировала не только с позиции того, что мне нравится, того, что мне интересно, но и с позиции того, востребованности на рынке труда, поэтому выбор был сделан в пользу экономики, да. Вот, и какое-то время я работала бухгалтером. Вот, только хотела спросить, удалось ли поработать по профессии? Работала несколько лет. Были, правда, моменты, когда я все-таки отходила от профессии. Наверное, мне не хватало творчества. Я очень люблю плюс к тому же знакомства с новыми людьми, какие-то эмоции, впечатления. А работа бухгалтера, она достаточно монотонна. И, наверное, все-таки меня это смущало. Мы нарезали картофель и нарезали петрушку, и мы сейчас это все отправляем в общую вот эту вот чашку, да? Тоже давайте. Начнете вы, затем я. Рецепт достаточно прост. Нужно нарезать и соединить. Все соединить в одну массу. Отлично. Эльмир, о работе бухгалтером, об экономической части своей жизни вы рассказали. Расскажите, как произошло знакомство с, собственно говоря, непосредственно визажом? Желание было давно, всегда. Оно было, начиная, наверное, с детства. Эксперименты у меня были просто невероятные. Как проходила учеба, расскажите. Учеба проходила очень так весело, на позитиве, интересно было. На каждый урок, естественно, я бежала, для меня это было что-то, каждый раз открытие чего-то нового было. И сразу поняла, что, боже, думаю, как же я красилась. Неправильно, все не так. Все это время, да, я просто перестала краситься вообще. Как и в любой деятельности, здесь нужен опыт, здесь нужно терпение, наверное, старание и практика. Тоже согласна. Эльмира, очень интересно было послушать о начале вашего творческого пути. Чем я могу быть полезна далее? Сейчас нам нужно в общую массу добавить кефир. Вообще по турецкому рецепту идет, конечно, йогурт. У них продаются эти очень вкусные. Они по консистенции гораздо плотнее, но они такие прям, ложка стоит. Вот. Мы, в принципе, можем использовать кефир, либо домашний, там, хатых, Вот. Единственное, что нам нужно будет регулировать немножечко количество муки. Так, плюс-минус, в зависимости от того, насколько жидкую консистенцию мы добавим. В нашем случае мы берем кефирчик, мы берем подсолнечное масло и добавляем это в нашу массу. Вот, а вы приступаете. Я приступаю к луку, но я хочу спросить, каким образом его нарезать? Меленько? Смотрите, лук желательно нарезать средними кубиками. Ой, лук, как все мы знаем, это такой овощ, от которого текут слезы. Но, друзья, у нас в гостях визажист, а это значит, что даже если у меня потечет тушь, наша гостья это дело исправит. Скажите, а знакомые, друзья обращаются вот так вот просто по дружбе? А сделай мне макияж красивый. На свадьбу, на день рождения, на юбилей, нужно подчеркнуть. Нет, конечно, естественно. Бывают такие творческие порывы, когда хочется что-то потворить, создать что-то конкретное, а клиенты не заказывают. Просят только нейтральные какие-то макияжи, а хочется какого-то буйства. Такие моменты, но они нужны обязательно. Нужно давать немножечко простор
творчеству, вдохновению, скажем, черпать из Фантазии чего-то, свои, да. фантазии, да, когда ты не ограничен какими-то временными рамками, когда ты не ограничен конкретными цветами, конкретным нарядом, и ты можешь просто делать то, что как ты видишь, как ты хочешь. Эльмир, я вижу, что вы добавили масло. Да, мы добавили масло, кефирчик в нашу Кефир, общую так. массу. Теперь нам осталось дорезать лук, добавить сюда, а добавить специи. Специи придают какой-то пикантности. Так. И как бы в этом суть. Эльмир, ну вот о работе с клиентами вы немножечко рассказали, но есть ли сложности какие-то в работе с людьми? Люди есть разные, не всегда четко Знают, чего хотят, наверное, да? Хотят, да. Мне нужно понимать, чего хочет от меня человек. Мне нужно понять вообще, что это за человек, да, каким он готов экспериментам, готов ли он меняться, либо, некоторые абсолютно меняться не готовы. То есть бывают такие случаи. То есть, мне это все нужно понять, прочувствовать, конечно. Поэтому сложности в любом случае, они какие-то есть. Немножко еще есть такой момент, что сейчас перенасыщен, наверное, рынок услуг в сфере бьюти-индустрии, поэтому достаточно большая конкуренция, очень важно быть постоянно в тренде последних каких-то новинок, ориентироваться на каких-то известных мировых визажистов, стилистов, то есть постоянно совершенствоваться, постоянно обучаться, поэтому в этом тоже есть какие-то нюансы. Плюс сейчас очень много информации в интернете, многие у нас сами бьюти-блогеры и так далее, и не бьюти. Но поэтому очень важно, да, вот эти вот новинки. И А вот что касается обучения, повышения квалификации, всевозможные курсы, посещаете ли какие-то мастер-классы и подобные мероприятия? По возможности, конечно, посещаю. Плюс сейчас тоже, опять же, очень много информации в интернете, очень много каких-то известных, очень именитых, да, визажистов, есть просто блогеры какие-то интересные. То есть видеоуроки, можно постоянно что-то изучать, смотреть. То есть, у меня в случае, допустим, не только с макияжем, в случае, допустим, с прическами, очень часто я так и делаю. Я просто смотрю какие-то варианты, допустим, можно взять вот это, попробовать. И очень часто я так и делаю, на самом деле. Не секрет абсолютно, да? Не секрет, конечно. То есть, когда, есть уже какая-то определенная база, понятно, посмотреть просто вдохновиться чем-то, круто. Почему бы и нет? Тем более, что нужно всегда брать пример с лучших. С кого берете пример вы? Давайте, если не секрет. Мировые имена в бьюти-индустрии. Много имен. В принципе, все перечислять даже не буду, но обязательно, конечно. Без этого никак. Без этого никак, конечно. Восхищают эти люди тем, чего они добились. Плюс, всегда интересно, конечно, понимать для меня, что человек представляет из себя сам по себе. Для того, чтобы он был для меня авторитетом, он меня должен вдохновлять в целом как личность. Поэтому интересно. Очень интересно, да. Итак, друзья, я нарезала лук. Добавляем его, давайте. Добавляем. Большую часть работы мы сделали, даже самую основную. Нам остается добавить специи, соду-разрыхлитель, соль и добавить муку. Все перемешать. Перемешиваем точно так же все. Так, вот такая вот масса у нас получается. Да, получается такая масса. Если говорить о Турции, то они на стол любят ставить, чтобы было и острое, и соленое, и сладкое. То есть они стараются разнообразить кухню, разнообразить вкусы. Мы берем красный перец, добавляем парочку чайных ложечек. Не боимся. Так, то есть здесь он будет... Не жалеем красного перца. Не жалеем красный перец. Здесь он будет как раз-таки уместен. Можно сделать более пряным, можно сделать более таким нейтральным, пресным. По традиционному рецепту мы добавляем 2 чайные ложки красного перца. Да. Добавим также черный перец. Так, сколько мы добавляем черного перца? Черного можно даже чуть меньше, в принципе. Добавляем. Так. Примерно около 1 чайной ложки. Около ложечки, меньше, да. допустим. Я добавляю так. Когда изначально мне
привезли нам этот рецепт, то есть четких пропорций именно по специям не было. То есть было примерное понимание, а мы уже адаптировали так, как комфортно нравится именно нашей семье. Хорошо удается блюдо тогда, когда вы в хорошем настроении, когда есть какое-то вдохновение, либо когда вы ждете дорогих гостей, правильно? Да, согласна. То есть поэтому либо включаешь какую-то фантазию, да, нет чего-то, можно заменить. Там, и начинаешь готовить что-то такое авторское. И именно в такой момент бывает самый лучший результат. Согласна полностью, абсолютно. Соль, я думаю, около чайной ложечки. Тоже чайная ложечка. Вот так. Также по специям обязательный компонент — это зира. Слушайте, ну приправ довольно-таки много получается. Довольно-таки много. Я бы даже, вот, наверное, 3 вот так. Так, вот 3 чайные ложки. Не жалеем. Не жалеем. Отлично. Сейчас перемешаем, посмотрим, как у нас. В общем, блюдо для любителей пряного. Да. Все ли это специи, либо нужно что-то добавить еще? Кунжут и черный тмин у нас остается для посыпки. Из специй, в принципе, нам больше ничего не нужно. Нам осталось добавить соду, добавить разрыхлитель и муку. Отлично. Так, соду мы добавляем где-то половиночку чайной ложечки. Можно было предварительно загасить, конечно, кефирчиком, но так как у нас есть разрыхлитель, то как бы не обязательно. Это возможно, но это не обязательно. Так, разрыхлителя сколько нужно? А разрыхлителя мы можем пару чайных ложечек, либо если у вас там пакетик, можете пакетик, потому что порция достаточно не маленькая. Хорошенечко все размешиваем. Так, сколько нам понадобится муки? Муки в среднем используется где-то 2 стаканчика, но смотрим по консистенции. Нам нужна такая консистенция, сметанообразная. У нас уже просеянная мука, поэтому, опять же, чтобы была воздушность, легкость блюда. Итак, добавляем, смотрим, что у нас получается. Эльмир, а помните ли вы свое какое-нибудь первое блюдо, приготовленное вами лично? Мое первое блюдо, это, наверное, был пирог шарлотка. Потом, когда приходили гости, мама говорила: Эльмир, давай быстренько намешай. И все, буквально 20 минут, полчаса, и пирог уже на столе. Здорово. Вот это был... Интерес к этому был уже с детства. Эльмир, вернемся к работе. Какой бы совет вы дали начинающим визажистам, людям, которые только хотят свою профессию, свою жизнь связать с областью красоты? Нужно выбирать всегда работу по душе. Потому что если ты работаешь с удовольствием, с любовью, больше шансов добиться успеха какого-то, да. То есть больше шансов, что ты будешь стремиться дальше, совершенствоваться, процветать, Эльмира, у нас, я так понимаю, все готово. Да, у нас все готово. Мы можем выкладывать все, что у нас получилось, в форму. Можем выкладывать, да. Мы сейчас возьмем подсолнечное масло, смажем хорошенечко форму. Итак, дорогие друзья, мы взяли форму, смазали ее подсолнечным маслом. Теперь мы выкладываем все, что получилось, сюда. Форму очень хорошо также использовать стеклянные эти борджиамы, тоже как раз турецкие, тоже в них очень и красиво получается. В данном случае мы используем такую форму. Выливаем нашу массу. Слушайте, интересный рецепт. Конечно, у нас такого еще не было. Это окончательный вариант, либо что-то еще нужно добавить? Остался последний момент. Он, в принципе, не обязателен, но он придаст тоже определенную законченность нашему рецепту. Я посыпаю кунжутом поверхность. Плюс у нас будет очень красивый пирог. Отлично. Посыпаем. Да, кунжут точно придаст вкус. И у нас есть еще... черный тмин. Черный тмин. Тоже придаст свой вкус и придаст привлекательность нашему. Нам осталось отправить наш пирог в предварительно разогретую до 180 градусов в духовку. На сколько минут? В среднем 35-40 минут. 35-40 минут будет пирог готовиться. Корочки, да. Мы будем с нетерпением ждать, дорогие друзья. Впереди 35 минут ожидания, и блюдо будет на столе. Ждем. Эльмира, мы с вами пришли к выводу, что вы человек разносторонний. В детстве и животных любили, и стихи писали, и на экономическом факультете учились, и сейчас занимаетесь успешно макияжем. Но я знаю, что вы еще пробовали себя в проведении свадебных торжеств.
Да, был Расскажите. был такой опыт в моей жизни. Дело в том, что помимо этого я какой-то период времени, чем я только не пробовала заниматься, я занималась сетевым бизнесом и проводила бизнес-семинары. Увидев там, меня попросили провести в первый раз свадьбу. Для меня это было неожиданностью. Я говорю, я этим не занимаюсь. Мне говорят, нет, у тебя все хорошо получается, ты сможешь. Ну, я, естественно, включила тоже творчество в процесс, там, придумывала конкурсы, какие-то подарочки. Мне очень понравилось, в принципе, было интересно очень. Вообще, как бы работать в сфере праздников, скажем так, почему, это вообще замечательно, да, с людьми, когда вот быть с людьми в счастливые моменты их жизни. Это очень здорово. Да, это интересно и здорово. Это волнительно, это ответственно, но это такие эмоции, которые сложно вот описать. Расскажите, как вы относитесь к спорту, учитывая, что я знаю такую информацию, что вы участвовали в фитнес-проекте. Да, был такой этап моей жизни. На данный момент я немножко отошла от спорта, но надо возвращаться, конечно. Я участвовала, да, в фитнес-проекте. Этот проект очень полезен тем, что учит грамотно относиться к своему организму, правильно питаться, выбирать продукты, которые будут не только вкусными, но и полезными. То есть в какой-то период времени, да, конечно, я питалась только правильно, скажем так, следила полностью. У меня были очень хорошие результаты. Конечно, при том, что я вот спортивной я не была с детства. У меня даже родители удивляются. У меня родители достаточно спортивные, мама кандидат в мастера спорта. Да вы что? В каком виде спорта? Игра в ручной мяч. И вот к спорту я пришла не так давно, и мне, конечно, очень понравилось. Было ли сложным участие в проекте? Очень сложным, очень сложным. И мышечная боль очень сильная, естественно. Плюс нужно самой перестроить свое мышление, чтобы, да, не кушать те же конфетки, съесть что-то более такое полезное для себя. Мышление, питание, режим дня, опять-таки, питание, да? Однозначно. Это все только в комплексе дает результат. Постоянно в таком режиме быть для меня сложно. Я люблю. Иногда хочется картофельный пирог съесть. Картофельный пирог, да, либо что-то сладенькое иногда хочется, да. Но на самом деле это здорово, и подобные проекты, они меняют жизни очень многих девушек, женщин к лучшему. То есть появляется уверенность в себе, появляется блеск в глазах. Ну, конечно, спорт в жизни он нужен, полезен. Обязательно. Друзья, занимайтесь спортом, кушайте вкусную еду и сохраняйте баланс. Однозначно. Да? Ну, а мы ждем приготовления нашего пирога. Дорогие друзья, время истекло, и мы сейчас посмотрим, что у нас получилось. Мы все в ожидании ароматного, аппетитного блюда. Ну что ж, уважаемые телезрители, смотрим на результат наших стараний. Эльмира Ханум, нравится ли вам? Наш пирог готов, он красив, он получился именно таким, каким я его задумывала. Вот, поэтому нам осталось только переложить его на блюдо. Эльмира, вот все-таки хочется еще немножечко о работе, несмотря на то, что наш выпуск подходит к концу. Есть ли в планах какие-то обучающие курсы, может быть, которые будете преподавать вы? Есть ли желание вообще обучать макияжу? Желание есть. Я планирую еще достичь некоторых успехов на этом поприще, больше самой еще усовершенствоваться. И, конечно, желание такое есть огромное. Я уверена, что у вас все получится. Перед подачей мы перекладываем блюдо на тарелку и разрезаем на необходимое количество кусочков. Уникальный рецепт из Турции, дорогие друзья. Наша гостья Эльмира Ханум щедро поделилась по таким замечательным рецептам. Очень легкий в приготовлении, практичный и аппетитный. Эльмира, хотели бы вы пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Я желаю вам, чтобы ваш дом всегда был полной чашей, чтобы такие ароматные запахи, как сегодня, всегда царили в ваших домах. Желаю каждому из вас заниматься тем, что вы любите. Касается это работы, домашних обязанностей или чего-то другого. Будьте счастливы, пусть все ваши мечты сбываются, и пусть в вашей жизни всегда царит гармония и благополучие. И ваши мечты пусть сбываются. Мы тоже желаем вам всего самого хорошего. Чок сағылыңыз сізге, что вы были сегодня у нас, за такой рецепт замечательный. И всех благ. Чок сағылыңыз. Ну а вам, наши дорогие телезрители, мы желаем
Счастья, желаем ярких моментов, любви, успехов и хорошего настроения. Всего доброго. Софра Хаб Юренес.